При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Весной, когда зеленые ковры устилают долины, а в садах цветут урюк и черешня, алматинцы ездят на охоту за степными грибами. Летом грибы пойдут в горных лесах, устилающих склоны Заилийского Алатау. Шляпы груздей и сыроежек появятся под могучими тиньшанскими елями. Но весной дорога одна – к хребту Малай-Сары. Именно здесь собирают белый степной гриб или королевскую вешенку. Если стоит сушь, удачи не жди, но дожди вызывают грибы к жизни. В один из выходных дней мы решили отправиться в очередное путешествие, поставив перед собой цель зарядиться позитивом и хорошо отдохнуть на свежем воздухе. Выехав из Алматы, уже через час мы повернули на дорогу, ведущую в поселок Баканас. Оказавшись в этом месте, мы, конечно, не могли себе отказать в удовольствии заехать в галерею петроглифов. Опытные путешественники по пути к перевалу Малай-Сары практически всегда заезжают в урочище Тамгалы-Тас, к писаным скалам. Если в нужном месте свернуть с асфальтированной дороги и по грунтовке подъехать к берегу реки Или, можно увидеть небольшой горный хребет и красную скальную гряду, протянувшуюся на несколько сотен метров. Один скальный выступ отделился от массива и образовал широкую щель, сужающуюся к основанию в месте примыкания скалы к хребту. Это место скалолазы назвали гаванью. Каждую весну едва сходит снег, они приезжают сюда целыми командами, ставят свои палатки и самозабвенно лазают по скалам, оттачивая мастерство. Снизу они напоминают ловких гекконов, способных передвигаться даже по потолку. Маршруты пробиты с обеих сторон этой гряды. С одной стороны скалы более пологие, и здесь лазают дети. Здесь же проложены короткие трассы для боулдеринга. А с другой стороны, расположенные вдоль реки, скалы крутые и сложные маршруты. Здесь, в 120 километрах от Алма-Аты, находится храм под открытым небом. На скалах сохранилось множество петроглифов, изображений божеств и поздних буддийских надписей. Археологи выделяют около 1000 наскальных рисунков, но самым ярким является изображение Будды Шакьямуни, Будды безграничного света Амитабха и Бодхисаттвы бесконечного сочувствия Авалокитешвара. Помимо буддийских рисунков и надписей, имеется камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков. Ученые полагают, что в X веке одна из буддийских миссий стояла в этих местах во время похода в Семиречье. Легенда повествует о том, что случилось землетрясение, и от скалы откололся большой камень, что было расценено буддистами как знак. Высшие силы призывали их вернуться в Индию. И как раз на этом гладком куске скалы, отделившемся от массива во время землетрясения, высечены изображения Будды. По другой версии, образы Будды оставили монголы, кочевники. Писанные камни в урочище стали исследовать в конце XIX века. Исследователь, ученый и путешественник Чокан Валиханов сделал зарисовки местности, а монголовед Алексей Позднеев сделал описание в «Известиях» Русского географического общества. Тамгалы-Тас является памятником культуры и находится под защитой правительства Казахстана. Итальянский археолог Ренато Сало писал: «Тамгалы-Тас очень редкий монумент. Это священный храм буддистов, который использовался для молитв и медитации.
Похожие на Тамгалы-Тас изображения обнаружены в Киргизии, Китае, Тибете, Пакистане и на родине буддизма Индии. Десятилетиями скалолазы шлифуют соседние скалы, которые находятся прямо за камнем с изображениями Будды. В этих местах ежегодно проводится фестиваль скалолазов. Сюда приезжают джиперы, здесь проводят сборы спасателей. Казахстанские скалолазы освоили эти бастионы несколько десятков лет назад, и на них выросло не одно поколение мастеров. В районе Алматы есть несколько скальных бастионов, подходящих для экстремального лазанья. Это скалы в районе урочища Медео, так называемая Кремлевская стена в Исыкском ущелье и скалы урочища Тамгалы-Тас. Это также излюбленное место рыбаков, которые ставят свои палатки выше и ниже по течению реки Или, где можно уединиться и провести выходные в тишине, наедине с природой, с рекой и степью. Но пока действует запрет на рыбную ловлю и на охоту, мы отправились за грибами. На перевале Малай-Сары как раз находится граница двух районов. Здесь начинается Балхашский район, мы как раз добрались до этой границы. И как раз в этом месте начинается грунтовая дорога, мы съезжаем с асфальта. И дальше по грунтовой дороге поедем еще километров 20-25 до места назначения, там, где попытаемся найти грибы. Это приятная прогулка на автомобиле. И мы уже отъехали от Алматы на 120 километров. Осталось еще 20. Чтобы приступить к сбору грибов. Любой грибник знает, как часто его намерения не совпадают с действительностью. Ты везешь в багажнике корзинки, а положить в них бывает абсолютно нечего. Небольшой хребет, протянувшийся на 80 километров в Алматинской области, получил свое название в честь батыра Малай-Сары, который был сподвижником Абылая, хана Среднего Жуза. Его настоящее имя Абиль-Мансур. Абылаем был назван по его боевому кличу Абылай в одном из сражений в единоборстве с именитым джунгарским военачальником Шарышем. Касательно географии. Абсолютная высота хребта достигает 1200 метров над уровнем моря. Он возвышается в полупустыне, и это даже не горы, так, зеленые холмы с довольно скудной растительностью. Но среди полыни и фирулы джунгарской растут грибы. Белый степной гриб встречается только весной. На юге Казахстана он выглядывает из земли в конце апреля, начале мая. Этот гриб чаще всего растет в пустынях и на пастбищах, там, где над травяным ковром возвышаются зонтичные растения. Вот он растет, наш степной красавец, белый гриб, за которым мы сюда приехали. Сейчас я его срежу. Вот. Еще совсем маленький. А если гриб простоял какое-то время не обнаруженный грибниками, его шляпка меняется и приобретает форму воронки, к тому же разрастается до 25 сантиметров в диаметре. Мякоть его плотная и мясистая. Это ценный съедобный гриб, а содержание белка в нем достигает от 15 до 25%. По содержанию ценных веществ гриб вешенки близок к мясомолочным продуктам и превосходит большинство овощных культур. Еще совсем маленький, но показывает факт в том, что грибы здесь есть. На перевале Малай-Сары, но это давно известно, что грибы есть. Мы нашли вот первый образец. Попробуем поискать дальше. Ну, маленький, наверное, из-за того, что дождя давно не было. Но степь, в принципе, зеленая. Посмотрим, поищем дальше. Королевскую вешенку можно солить, мариновать и жарить. Но нам сегодня поесть грибочков не удастся. Похоже, до нас хребет уже не раз прочесали наши многочисленные сограждане.
Весна – время свадеб у животных. Степные черепахи проснулись после долгой зимы, выползли из своих нор и весело разгуливали по степи, то и дело попадаясь нам на глаза. То и гляди, как бы не наступить на одну из них. В этот период существа под панцирями выглядят как уменьшенные в миллионы раз копии доисторических драконов. Во время грибной охоты мы наблюдали простые, но удивительные для городских жителей вещи. Это даже не черепашьи бега. Нам удалось увидеть и снять ухаживание самца за самкой. В брачный период черепахи-самцы устраивают между собой турнирные бои за право спариться. У сухопутных черепах эти бои выражаются в преследовании соперника, попытках перевернуть его, нанесении ударов передним краем панциря и укусах. Самцы некоторых видов черепах в период спаривания могут петь, издавать несколько примитивных звуков. Кто бы мог подумать, что чрезвычайно медлительные черепахи способны на такое буйство. Только черепашек мы сегодня не видели. Черепахи были абсолютно разного размера, начиная от больших, заканчивая вот такими вот маленькими особями. Пожалуй, отпустим его. Пускай бежит дальше по своим делам. В природе у черепах два периода спячки. Это время летней жары и зимой. Причем летняя спячка может переходить в зимнюю, а период осенней активности длится всего лишь 10-12 дней. Летняя спячка в основном вызвана отсутствием корма, так как в жаркий период в пустынных районах растительность выгорает. Вопрос о происхождении черепах до сих пор остается открытым. Условно их предками считаются пермские котилозавры, небольшие, похожие на ящериц животные, с короткими и очень широкими ребрами, образующими подобие спинного щита. Но есть мнение, что черепахи произошли от особой группы парарептилий. Первая известная науке черепаха появилась 220 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, в триасовый период. Эта черепаха имела только нижнюю половину панциря, а во рту у нее были зубы, что не характерно для современных черепах. Вторая по древности черепаха уже имела полностью сформированный панцирь, но во рту у нее тоже присутствовали зубы. Из 26 известных науке семейств черепах 12 существует и сегодня. Но это еще не все. На своем пути мы встретили фалангу. Встреча не самая приятная, но, отправляясь в полупустыню, надо знать, что в этих местах хозяйничают змеи, скорпионы и вот эти внушающие ужас пауки. Фаланги довольно крупные и паукообразные. Так, среднеазиатская фаланга достигает в длину 5-7 см. Тело и конечности паука покрыты длинными волосками. Мелкие особи не могут прокусить кожу человека, но укусы крупных фаланг очень болезненны. Эти пауки не имеют ядовитых желез. Однако на их хелицерах довольно часто сохраняются гниющие остатки предыдущей жертвы, которые при укусе могут попасть в рану и вызвать заражение. Многие, увидев фалангу, предпочли бы избавить себя от ее присутствия, прихлопнув чем-нибудь. Мы же не стали ее даже трогать. В город мы вернулись уже ближе к ночи, без грибов, но с большим запасом положительных эмоций.